Отметим, что в этом году ледоход идет крайне низкими темпами. Никакие прогнозы и предположения специалистов не сбываются. Сдерживает лед похолодание и критически низкий уровень воды. Из Ленска передает Наталья Беспалова. В Ленске сегодня пасмурно, сильный ветер, идет снег. Именно так город встречает ледоход. Ленчане его ждали несколько дней. Первые подвижки были зафиксированы еще позавчера вечером. Но в полную силу он пошел только сегодня в обед. И то его движение нерегулярно. Он то идет, то останавливается. Для жителей Ленска вскрытие реки всегда событие. На ледоход идут смотреть целыми семьями. Люди ждут не только навигацию, но и тепло. Пока идет Лена, погода всегда переменчива. И чаще всего это осадки и ветер. Владимир Николаевич Бараков живет в Ленске 40 лет и каждый год наблюдает за ледоходом. В этом году он уж слишком задержался. Частенько я выходил на берег и наблюдал, но она очень не торопилась идти. Но сегодня вот тронулась и остановилась. Не знаю, долго она стоять будет или нет. Антон Мельник – москвич, кинопродюсер. В начале мая он приехал в Ленск со съемочной группой, чтобы снять фильм о ледоходе и ледовых заторах. Рассчитывали, что съемки закончат 6-7 мая, но командировку пришлось продлить. С природой не поспоришь. Ждали, ага. И вот наконец-то сегодня дождались. Какие ощущения первый раз видите? Первый раз, да. Невероятные ощущения, очень красивые. Невероятная мощь природы, стихия, конечно, в самом своем красивом варианте. В этом году ледоход шел слишком медленно. Первоначально специалисты прогнозировали, что на территорию республики он войдет 3 мая. Но река вновь показала, что никаким прогнозам она не подвластна. Из-за похолодания в Иркутской области ледоход почти 5 суток простоял в районе Киренска и достиг Якутии только к 8 мая. Но кроме низких температур тормозит ледоход мелководье. В этом году уровень воды в Лени как никогда маленький. Очень маленький, как сказать, объем воды. А льдиный лед большой, он еще в принципе не разрушился, да, он крошится только при движении. И на каких-то поворотах, на узких местах он начинает застревать, и поэтому продвижение его очень замедлилось. Люди боялись большой воды, а получилось с точностью до наоборот. Воды слишком мало. За последние 2 дня в районе Ленска она поднялась всего на 40 сантиметров. Специалисты единой диспетчерской службы всю неделю работают в экстренном режиме. Никакие прогнозы не сбываются. Никогда еще такого не было, чтобы уровни воды были слишком низкие. На 8 утра у нас уровень воды 389 сантиметров, а река у нас всегда начинала ходить не ниже 4,5 метров. В этой ситуации прогнозировать трудно, потому что у нас гидромет уже 3 прогнозы давал, они не оправдываются. В этом году река потрепала нервы специалистам. Оперативная служба МЧС находится в Ленске уже 2 недели. Но работа в нашем районе еще не окончена. Впереди Батамайский остров. А это один из самых затороопасных участков реки Лена.